Хорошо. Все, спасибо. Давайте ты позвони ей. У Нуриддина Шайхутдинова на работе ни минуты покоя. Телефон просто разрывается. Нужно и пациентов проконсультировать, и подчиненным подсказать. Заведующий отделением паллиативной медицинской помощи в ответе за 100 коллег и 30 тысяч тяжело онкобольных. В диагнозе-то может ошибиться доктор, а по тактике это не прощается. С 7 утра Нуриддин Шайхутдинов изучает диагнозы и как его врачи лечат пациентов. В день набирается до 100 вызовов. На особо тяжелые случаи выезжает и сам. Онкологом, сначала рядовым, а потом руководителем, он работает большую часть жизни. Сейчас ему 64. Когда любишь свою работу, когда ты уважаешь это больных, когда ты считаешь, что ты с чем-то вот им можешь помочь, это такую вот никакой тяжести не испытываешь. По отзывам, благодаря такому руководителю легче проходит лечение больных и становление молодых врачей. Очень много врачей прошли через это отделение, онкологов, и получили достаточно большой опыт, и этот опыт реализуют в своей практике, работают даже в разных других областях. Опытный руководитель смог сплотить коллектив в достаточно такой тяжелой работе, когда нужно спасать ситуацию, естественно. В первую очередь я обращаюсь к Нуриддину Гиматдиновичу. Я всегда уверен, что если он поехал к какому-то пациенту, как проблемному, он обязательно туда поедет, разберется и эту проблему решит. При такой насыщенной работе у Нуриддина Шайхутдинова, как говорит, еще остается полно сил на семью и хобби. Мужчина помогает воспитывать 3 внуков, ходит в бассейн и увлекается автогонками. Уходить на покой не собирается. Как говорит, еще есть куда стремиться и расти. Я считаю, такого ограничения нет. Если есть желание у человека, пусть работает. Для самого Нуриддина Шайхутдинова пример его наставник, тоже заведующий отделением. Он жизнеутверждающие силу и знания показывает в 74 года. Дмитрий Айрин, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.